Для начала нашей конференции предоставляется слово председателю Общественного совета крымско-татарского народа региональной общественной организации Харам-Бірлігі Ситумираган Неметулаева. Салям алейкум. Хочется факельнус. Дорогие гости, я рад приветствовать вас. Но я не могу начать свой доклад, если мы вместе с вами сегодня то, что творилось ночью в Париже, молодчиками ИГИЛ, сегодня уже по телевидению утром говорили, 150 человек, которые убиты, более 200 сегодня в госпиталях, в больницах. Это говорит о том, что горе и боль никогда не приходит одно. Оно приходит и к соседу, и оно рядом с нами вместе. Только благодаря России, нашему президенту Путину, мы вместе с вами должны быть убеждены, и я верю в то, что ИГИЛ – это чума нашего столетия, которая может быть уничтожена. Западные державы 3 года нам вместе по телевидению морочили нам голову и говорили, что наводят порядок, а практически они их размножали. Это страшно. Также мы вместе с вами должны в минуту молчания, те, которые сегодня ночью погибли, и тот авиарейс, где 224 наших соотечественников, мы глубоко убеждены, это не обошлось без ИГИЛа. Я бы вас попросил, давайте мы почтем память минутой молчания. Присаживайтесь. Мы более 3 дней сидели, рассуждали, как мы будем проводить сегодня наше собрание, отчет о проделанной работе в течение года. Но перед этим не могу я, не обращаясь к вам, не сказать, почему мы, крымские татары, жители Крыма, постоянно в ком-то ищем недоработки, но никогда мы вместе с вами не ищем о том, сколько сделано. Почему мы созернем мирабер эрвахт огустубным заходрамс? Как бы кого-то подколоть или что-то. И сегодняшний пример. Мы хотели больше людей пригласить. Я говорю, ну, зал около 400, не могут люди стоять или что-то. Пригласили, и часть людей до сих пор, может, кто-то едет, кого-то нет. Мы же это все делаем не для себя, для вас. Харам-Бірлігі, Общественный совет крымско-татарского народа 11 июня 2014 года, я собираю вас всех вместе, сказали, это пророссийская общественная организация, мы вместе с Россией все законы, которые есть, будем выполнять вместе и будем отстаивать интересы своего крымско-татарского народа. Если мы вместе с вами не сплотимся и не будем как один кулак, никогда мы не сможем быть и говорить те требования, какие нам есть. Только с властью Крыма и центральных органов власти в Москве. Понимаете, что происходит? Сегодня часть бывших лидеров, которые на Украине хотят управлять Крымом. Этого никогда не будет. И крымские татары не допустят, чтобы над ними кто-то блокаду чинил, электроэнергию хотят отключить или что. Это что за подход? Мы твердо вместе с вами говорили о том, что эта блокада в первую очередь наказала крымских татар, живущих в Херсонской области, Запорожской, Николаевской. И посмотрите, эти люди сегодня недополучили тот бюджет, какой хотели. Они сегодня проклинают ту власть, которая есть там на Украине и которая это чинит. Мы в этом глубоко убеждены. Люди хотели сегодня свое мнение высказать, на митинге собраться, получили разрешение властей, все это было ночью правым сектором уничтожено, каждой семье угрожали, каждой семье говорили, сожгем машину, детей всех. Вот так сегодня живет Украина. 23 года
более 20 лет я проработал руководителем. Как я, никто не знает Украину. Никогда в жизни то, о чем они сегодня говорят в Украине, не было бы дано крымским татарам. Никогда это не было. Сегодня, в течение года, полутора, сколько указов нашего президента о реабилитации, о языке. А на этой неделе, спасибо правительству, нашему президенту, более 30 миллионов наших соотечественников, туда входим и мы с вами вместе, крымские татары. Все будет сделано для того, чтобы вернулись на свою историческую родину. Почему до этого никто, ни одна из властей Украины об этом не говорила? Сегодня о каком-то геноциде или что говорят? Крым татарларда барулила, байрам Миткенсон, Баршиин Бриерна Ярбига. Вот это 100 опер. После праздника мы знаем, что делаем. Уважаемые соотечественники, я, как председатель Крым-Барлига общественного совета, если вы доверили нам, поверьте, сегодня, знаете как, вода медленно камень точит. Посмотрите, какие представители власти Крыма сегодня присутствуют на этом собрании. Это очень важно, это не для меня, это для всего крымского населения и в то же время крымских татар. Спасибо им, что нашли время, пришли. И всем, кто нашел время в субботу. А какая погода сегодня? И погода нам сопутствует. Но только вместе с Россией мы добьемся то, что нужно всему нашему народу. Сегодня Сирия, я о которой сейчас говорил, ИГИЛ – это горе всего человечества. Шарль-Удо во Франции – это плоды. Давно надо было закрыть эту газету, и ее должны были забыть. Они сегодня пожинают то, что хотят пожинать. Но народ ни при чем. Мы сожалеем, мы соболезнуем вместе с вами. Это горе не должно быть. Оно и от нас недалеко. Для этого есть структуры, для этого есть органы, которые день и ночь работают для того, чтобы мы с вами вместе спокойно спали, жили, учились, работали. Жизнь, она настолько сложная. Я начал в последнее время очень много читать историю. А вы возьмите войну 1812 года. Первыми в Париж вошли крымские татары. Это Ширины, Мансуры. Мы всю жизнь с Россией были. Последние 300 лет. И сегодня мы с Россией. Спасибо Господу Богу Аллаху. Посмотрите. Всевышний нам вместе с вами сопутствовал. Если Украина такая, которая сегодня по телевидению или что-то, без единого выстрела, даже в воздух никто не выстрелил, мы влились с вами в Российскую Федерацию. Я и вся наша команда, мы были на референдуме. Но это же правда, народ же шел. Весь мир говорит, народ решает, как ему дальше жить. О чем можно быть говорить? О какой блокаде? Америка не хочет понять, что Россию любить кто-то может, кто-то не может, но ее должны уважать. Это сильное, мощное государство, и сегодня они хотели, чтобы Россия была, знаете как 90-е годы. Захотели Югославию отбомбили, захотели Ирак, Саддама Хусейна повесили. Сегодня мы сказали нет. Благодаря нашего президента Иран сегодня сохранился. Благодаря сегодня нашего президента Сирия живет, а Россия одна из многонациональных наций. И вторая часть всей России это мусульмане. Это мы с вами. А в Коране о чем говорится? Если тебя кто-то ругает или бьет добрым словом или хлебом. В мусульманстве нет таких понятий, как ИГИЛ. Ну вот это мое выступление. А теперь я зачитаю то, что мы делали, доклад. Разрешите? 4 ноября исполнился ровно год, когда на съезде общественно-политических сил крымско-татарского народа, созванного по инициативе Крым-Барлига, было решено создать общественный совет крымско-татарского народа. В совет вошло 22 крымско-татарские общественные организации, а также ветераны национального движения, представители научной и творческой интеллигенции, общественные активисты из различных регионов Крыма. Согласно принятого на съезде положения, общественный совет представляет собой
коллегиальный орган по обсуждению актуальных проблем крымско-татарского народа и выработке общих рекомендаций по их преодолению. Сегодня мы имеем все основания утверждать, что за отчетный период Совет проделал большую работу по объединению и координации усилий крымско-татарской общественности, направленных на конструктивное взаимодействие с органами республиканской и федеральной власти по решению существующих и возникающих проблем и вопросов. Серьезная работа проведена Советом региона Крыма по созданию ячеек, по информированию населения о целях и задачах нашей организации, по защите национальных интересов и сплочению нашего народа для решения вопросов социально-экономического и культурного развития. Представители РОПРОМБРЛГ Общественного совета изначально поддержали идею вхождения Крыма в Россию, приветствовали указ президента Российской Федерации номер 268 от 21 апреля 2014 года, определившим начало процесса долгожданной реабилитации многострадального народа, и с воодушевлением восприняли призыв Владимира Владимировича Путина к построению нового российского Крыма. Мы первыми из всех общественных структур Крыма обратились к руководителям США и других западных государств и выступили с официальным заявлением о неправомерности и недопустимости использования санкций против Российской Федерации и против Крыма, население которого путем всенародного референдума изъявило желание воссоединиться с Россией. На своей первой внеочередной конференции 30 ноября 2014 года Общественный совет подтвердил неизменность своей поддержки политики российского государства. Принятом на конференции обращение на имя президентов России и Турции, встреча которых должна была состояться на следующий день, делегаты заверили руководителей двух стран о стремлении крымских татар к миру и сотрудничеству как внутри Крыма, так и на международной арене, о неприятии любых форм конфронтации и об обсуждении попыток бывших лидеров Меджлиса вовлечь крымско-татарский народ в процесс противостояния на полуострове, то, о чем я только говорил. На сегодняшний день Меджлис существенно утратил свое влияние в Крыму, но его лидеры, обосновавшись на Украине и получив из рук тамошней власти большие преференции, продолжают жить иллюзиями принудительного возвращения Крыма. Они не гнушаются ничем, пытаясь любыми способами провоцировать межнациональные столкновения на социальном, религиозном и даже бытовом уровне. Об этом свидетельствует и идеология, проведенного ими летом в Анкаре Конгресса и последовавшая за этим осенняя продуктовая блокада Крыма. О каком Конгрессе, который прошел в Анкаре, можно говорить, если родина наша Крым, что крымские татары в основном все живут в Крыму. Здесь мы говорили, и я верю в то, что мы соберемся, решим по-любому молодежный конгресс или что-то, мы у себя в Крыму однозначно это будем проводить. Сегодня вот читая доклад и в мыслях, мы должны видеть хорошее очень много. Посмотрите, впервые в 2014 году наши соотечественники, хадж, более 200 человек, около 400 с большим в этом году. Я не лицемер ни перед кем. Это благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, который нашел возможности, оплатили, и наши люди поехали. Они молились за нас с вами, которые сидят в этом зале. Сегодня, почему мы не видим, сколько дорог в Симферополе сделано? Посмотрите, сколько еще нужно сделать. Если мы вместе с вами будем находить общий язык и играть в футбол вдвое ворот, а не в одни ворота, поверьте, наши крымские татары через год-два скажут спасибо, и все будет нормально. Почему я это говорю? Мы в этом твердо убеждены. Только вместе. Почему сложно нашим людям пожилым? Я и это изучал. Конечно, если 23 года нам день и ночь пудрили мозги, если Меджлис, который есть, с отвращением относился к нашим отцам и родителям, которые воевали в Отечественную войну, никогда он их не признавал. Если наши крымские татары хотели от всех общественных организаций и партий
продвигаться во власть. Кто не шел с Меджлисом, это был враг Меджлиса. А что это? Мы что, в Северной Корее с вами жили? Мы что с вами, в феодальном строе жили? Призываю всех, мы, крымские татары и все жители Крыма, поверьте, я убежденно и за это несу ответственность. Выборы, когда будут, если все абсолютно пойдем на выборы, во всех структурах депутатского корпуса будут наши крымские татары. Что? Для этого много затрат надо, усилий надо. Сделайте раз, проголосуйте, вот вам и проценты, и результаты нашего труда. Крымско-татарская общественность, здоровые, патриотически настроенные силы крымско-татарского народа понимает всю пагубность любых столкновений, произведенных на позициях межнациональной или межрелигиозной основе. Наглядным примером возможных последствий таких столкновений служит разрушительная война, развязанная в Сирии экстремистскими организациями исламского государства ИГИЛ. Крымские татары 25 лет назад возвратились в Крым с миром и желают мирной жизни и добрых взаимоотношений как со всеми жителями Крыма, так и со всеми братскими народами России. Общественный совет поддерживает усилия России на международной арене, направленные на уничтожение террористической угрозы в лице ИГИЛ и предупреждение распространения терроризма на территории Российской Федерации, включая наш родной Крым. Крымские татары, проживающие сегодня на территории полуострова, предоставляют собой третью по численности национальную группу. Согласно официальным данным переписи населения, проведенной в сентябре прошлого года, численность крымских татар составляет около 300 тысяч человек. А если в перспективе рассмотреть возможность переселения крымских татар, пока еще оставшихся проживать в Херсонской и Запорожской областях Украины, и возможность возвращения на родину оставшихся соотечественников из Узбекистана и Казахстана, то следует еще внимательно подойти к реализации программы реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. В ней должны быть предусмотрены меры по восстановлению его социально-экономического, образовательного, культурного и духовного уровня, с учетом реально существующей перспективно ожидаемой демографической ситуации. Общественный совет крымско-татарского народа на своих многочисленных заседаниях, круглых столах, пресс-конференциях поднимал и рассматривал эти вопросы, вырабатывая свои предложения и рекомендации, которые рассылались в структуры республиканской власти и контрольные органы. На большинство наших обращений мы получили лишь извещение о получении. Нашими специалистами были разработаны и переданы соответствующие управленческие структуры проекты законов Республики Крым, затрагивающие интересы крымско-татарского народа, о функционировании языков, об образовании, о регулировании вопросов, связанных с продолжением процесса оформления прав и предоставления земельных участков, на которые также не было получено никакого ответа. Мы сейчас и впредь готовы к конструктивной работе со всеми органами власти Республики Крым. И только вместе, то, что я перед этим говорил, тогда будут решаться вопросы и земли, и газификации, и дорог, все. Только вместе. Поймите, ну, как же вам объяснить? Bizler cemaat, millet, devletle bir olsak bizim işimiz onu olacak. Onu anlamak gerek. Надо со всей ответственностью сказать, что все это относится не только к крымским татарам. Это наши общие задачи, это задачи развития всего Крыма. Их нам надо решать вместе. Общественный совет Харам-Барлыгас считает, что основными задачами внутренней политики Республики Крым на современном этапе должны быть консолидация всего крымского сообщества, понимание целей и задач, поставленных президентом России, по перспективному стратегическому развитию Крыма, что не может быть выполнено без решения проблем крымско-татарского народа. Активное вовлечение крымско-татарского народа в процессы государственного строительства Республики Крым и города федерального значения Севастополя и построение Крыму гражданского общества с общей гражданской ответственностью за реализацию поставленных перед Крымом задач. Построение зрелого гражданского общества –
Это задача, без решения которой невозможно развитие Крыма. Общественный совет с большим пониманием относится к этой проблеме. Мы воспринимаем ее как необходимость и как непременные условия развития многонационального крымского сообщества. Основу гражданского сообщества составляют люди с активной гражданской позицией. Различные общественные, культурные, духовные организации и структуры, а также политические партии – это все те, кто готов нести ответственность за будущее своего сообщества, кто готов использовать представленные ему права для решения задач созидания и развития без всякого рода ущемления и дискриминации прав как отдельного гражданина, так и прав любой части сообщества, вплоть до коллективных прав целого народа. Общественный совет крымско-татарского народа старается соответствовать этим общепризнанным требованиям. Мы стараемся занимать активную и безразличную позицию в отношении не только наших национальных проблем, но и проблем остального крымского и российского сообщества. С этой целью мы участвуем в работе различных общественных форумов республиканского и федерального уровня. Только на прошлой неделе наши представители участвовали в общероссийском форуме Ассамблеи народов России. Мы контактируем с представителями Госдумы Российской Федерации, Советом Ассамблеи народов России, Общественной палатой Российской Федерации, Общероссийской организацией «Опора России», Московским центром Гумилева, государственным учреждением «Московский дом национальности» и другими. Руководство Общественного совета имело встречи и взаимодействовало с парламентом Чеченской Республики, аппаратом президента Республики Татарстан, посольством Азербайджана в Российской Федерации, Федерации крымско-татарских дернеков Турции. Представители Общественного совета участвуют в пресс-конференциях, организациях РИА «Россия сегодня», радио и телеканалов федерального уровня, где освещаются различные вопросы жизни крымских татар, обсуждаются проблемы внутренней политики, республики, влияние внешних факторов, обустройство репатриантов, социально-экономические и культурные аспекты жизни полуострова. К большому сожалению, на республиканском уровне наши успехи значительно скромнели. Однако все организации, входящие в состав Общественного совета, стараются в меру сил активно участвовать в общественной жизни республики. Мы проводим круглые столы, на которые обязательно стараемся пригласить различные общественные организации, стараемся принять участие в республиканских мероприятиях. Например, демонстрация в День Победы, проводим шахматные турниры, посвященные памяти Амитхан Султана, спонсируем и помогаем провести спортивные состязания, участвуем в национальных праздниках и фестивалях. Очень надеемся на участие в передаче нового крымско-татарского телеканала «Миллет». Спасибо, сегодня есть канал «Миллет», но поверьте, представители нашей власти Крыма, это очень мало. Сегодня многие жалуются и пишут, что в Джанкойском, Черноморском районах «Миллет» канал не доходит. Просим вас, те структуры, которые за это несут ответственность, пусть проедут, может, надо усилители ставить, трансляторы. Это нужно делать, чтобы люди видели, что сегодня весь мир говорит, что СМИ, телевидение, пресса – это второе по силе и по духу, как народ можно повернуть в ту или эту сторону. Надеемся также, что в ближайшем будущем наши представители, среди которых достаточно профессионально подготовленных, эрудированных и опытных специалистов различного направления, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых Государственным Советом Республики Крым и его профильными комитетами, Советом министров Республики Крым и его ведомствами, а также муниципальными органами власти. Мы давно обращаемся в эти структуры с подобными предложениями и готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Считаем, что реальное и конструктивное взаимодействие общественных институтов и власти будет только содействовать правильному и оперативному решению существующих и возникающих проблем, как в государственном строительстве, так и в организации жизни в целом. Мы можем много говорить, что и почему не сделано, но вопросы об устройстве наших соотечественников, которые живут в Крыму, остаются, и проблемы более 100 тысяч крымских татар, проживающих за границей, никуда не делись, их тоже необходимо решать. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Всемирном конгрессе соотечественных, проживающих за границей,
будет защищать права всех наших соотечественников, вне зависимости от места их проживания. Крымские татары, граждане Российской Федерации, и значит все крымские татары, проживающие за рубежами нашей Родины, являются нашими российскими соотечественниками. Мы готовы участвовать в решении этих вопросов, так как мы реально понимаем и знаем, что необходимо сделать для того, чтобы наш любимый Крым оставался самым мирным регионом страны, и крымские татары были равны в братской семье дружных народов России. И еще чуть-чуть отвлеку вас. Даже наша семья, когда деньги собирали на строительство соборной мечети, там должно быть список, мы более 10 тысяч внесли в то время. Сколько людей участвовало, все, а ВОЗ и ныне там. Сегодня благодаря президенту Владимира Владимировича Путина, Аксенова Сергея Валерьевича и всех представителей крымской власти лед тронулся с места. Я верю, будет одна из самых лучших соборная мечеть. Благодаря России не словом, а делом мы показываем. Еще раз, Савол, всего наилучшего. Еще раз спасибо.